Вот так нормально. Ну, здравствуйте, дорогие друзья, подписчики. Сейчас репостнем. Новостей и так немножко, короче. Ну, в общем-то, все такие довольно печальные. Хотел сходить поприветствовать Ван И здесь. Кричать там с бурятским флагом «Азия для азиат», короче. Но как-то быстро его визит закончился. Ну, то есть он, короче, в один день 15-го приехал, 3 часа поболтали с Сикорским, с премьер-министром. Ну и уехали. Приветствую, Дашижапов. Чё там, как Америка? Тоже там с Бурятии там новости приходят печальные, короче. Что все там загибается, людишек нету. Семьи разрушены, короче. В Америке буритосов активно гоняют, ловят. Но я, откровенно говоря, подписался на твиттер-аккаунт вот этого ICE. Да, и там они в основном ловят этих, короче, с Латинской Америки ребятишек. Бать, там такие рожи, короче, ну просто поламброза. Реально преступники. То есть вот эта вот левацкая там пропаганда по поводу того, что это вот каких-то там совершенно несчастных там теток ловят, там каких-то совершенно бедных экономических мигрантов, да это все чушь, там реально большая часть вот этой латиноамериканской преступности, ну она там просто хоронится. Это то же самое, как я в свое время общался с таким, ну, полукриминальным товарищем у нас в Бурятии, Царствие Небесное, умер. И тоже при странных обстоятельствах умер. Хотя в определенных кругах мог бы стать, там, скажем, лидером бурятского сопротивления. Видимо, отравили все-таки ГБшники. На сделку, наверное, с ними не пошел, короче. А может и пошел, но может там зарываться стал, короче. Ну, торванули пацаненка. При странных обстоятельствах погиб. И, короче, ну, рожи реально поламброза. Там насильники, педофилы какие-то, хронические убийцы, там тетку даже, ну, видно по роже, что не первый раз вообще убивала. И они, ну, вот в Америку хоронятся, то же самое, как вот мне этот парняга рассказывал, что все эти братки китайские, которым в Китае там за наркоторговлю, за еще это, короче, ну, пуля в лоб, да? И они тоже хоронятся, вражки, короче, там в Забайкальском крае сидят, там фиктивные документы русские делают, покупают гражданство, короче, ну, в общем, по полной, ну и сидят постоянно, короче, вражки. Там держат вот этих китайцев, контакты с властями заводят, там все прочее, короче. Ну, то есть вот эти блатные китайские ребятки, короче. Ну и понятно, что они там вот эти вот китайцы, которые там на СВО так называемом, короче, это вот все, это должники, короче, то есть они вот эту тему пробили как раз, что там полно вот этих игроманов, всяких наркоманов, короче, которые там, ну, должны, короче, китайской мафии. И те их берут просто, короче, через границу, вжик, провозят, короче. И говорят, ты нам должен долг отдавать, короче, и запихивают его туда. Так что ничего не надо там удивляться, когда там каких-то берут китайцев. А потом оказывается, что они, ну, там, кому-то должны, там, и так далее. Ну, то есть, в этом отношении Китай-то он за наемничество сразу 40 дает. И это не какие-то китайские профессиональные военные, ну, это вот такие китайские бакланы, короче, которые там, ну, бывает же сейчас вот новости там приходят, что типа там какая-то китаянка, короче, она попросила у своих 20 ухажеров, короче, чтобы каждый купил iPhone последний. Те, конечно, купили, у нее был свой iPhone. Ну, а на эти 20 айфонов новеньких в коробочке продала и вложила на вырученные деньги первый взнос за дом, короче. Типа такой лайфхак. Но я сильно сомневаюсь, это, скорее всего, история выдуманная, потому что я вот помню, гонял в Чанчуне, там, в других городах, и там огромное количество просто пустых домов. И я китаянку спрашиваю, я говорю, а почему вот, ну, вот этот дом, ну, вот все это застекленное, но видно, что там никто не живет.
А они говорят, что, ну, видишь, китайцы любят жить семьями, и поэтому у них там очень популярны такие дома типа таунхаузов, там, скажем, дом 4 этажа, и на каждом этаже разное поколение живет. И в этом отношении они как бы покупают себе дом, допустим, старики, но живут с детьми. Либо наоборот, дети живут в доме с родителями, короче. А себе-то надо покупать, то есть, потому что денежки все равно обесцениваются, и они покупают вот так в складчину, короче, там, дома. И они стоят просто пустыми, потому что, ну, как бы они купили его для себя, а не под сдачу. И в этом отношении, конечно, Китай, он никаких проблем с жильем не испытывает, и там, в общем-то, показывают хаты, короче, совершенно, ну, современные полностью, там, нафаршированные, которые можно снимать там по китайским меркам вообще за копейки, короче, 1000 юань, 1500 юаней. Потому что такого жилья, помимо того, что люди под себя покупают и не сдают, короче, его вагон и маленькая тележка. В этом отношении, конечно, тем же буритосам, которые раздумывают переехать в Улан-Удэ или поехать подзаработать в Китай, я советую, конечно, в Китай ехать. Для этого, естественно, нужно китайский учить язык вражки, потому что в Китае все, кто выезжает, ну, они учатся говорить, но там же важно-то читать. И поэтому всех, кто меня смотрит, короче, загоняйте детей, пока есть возможность, с 8 с 9 класса в институт Конфуция при БГУ. В этом отношении, конечно, Калмыков он правильную тему сделал, да и вообще, в принципе, у нас буряты на восточном факультете, они вообще очень грамотные на самом деле. То есть, если бы не Ванюшки, короче, то центр вообще китайских исследований мог бы теоретически сместиться туда, в Улан-Удэ, Бурятию. И в этом отношении нужно, конечно, всех тех, кто там работает, поддержать. Но видите, вот денег финансирования хронического не хватает. И из-за этого, естественно, Ванюшки не хотят вот это отпускать. Понимаете, своих лап, короче. И все китаеведение это русское во Владивостоке, там частично Петербург исторически, ну и Москва, естественно. И в этом отношении бурятам, конечно, вот, ну, допустим, вы видели хотя бы одного бурята, который там в МИДе работает по китайской линии. Вот специально не допускает, чтобы контактов не было. Поэтому, ну, бизнес, это ладно, короче. Они на это так спустя рукава смотрят. И действительно, Ванюшки все, вне зависимости от того, какой они там оппозиционный, не оппозиционный, Китай боятся просто на уровне поджилок, короче. То есть, хотя, казалось бы, ну, Москва и Китай, где там огромное расстояние, там, ну, все равно чувствуют, что в то время как все славяне там сидели на болотах, короче, вокруг Чернобыля, да, там жили в глиняных мазанках, в Китае там уже там 3-я или 4-я империя развалилась. Понятно, что, естественно, вот эта цивилизационная ущербность, она чувствуется. То есть по отношению к бурятам-то можно сходить там этим, как его, павлином, короче, там говорить. О, да там мы, да туда-сюда, да что-то принесли, там с умным видом там заявлять. Священную гору там, короче, русские собрались уничтожить Вашурково. Священную гору. Там горы-то нету, короче. Ку-ку. Там просто какое-то вот образование, мальформация какая-то геологическая. Чем там, короче, эта Анка Зуева тут взбеленилась. А это, знаете, ну были шиханы же, короче, их огромное количество. И там шиханы состоят из соды. И, собственно говоря, 2 шихана, там их 7 или 8. Ну и остаточно, естественно, то есть, вот представляете, степи, тут шихан такой огромный стоит, короче. Естественно, предки башкир там проводили тенгарианские обряды, это любой степняк знает. И, естественно, за каждым шиханом там, ну, приглядывали определенные рода башкир. И в советское время 2 шихана было уничтожено. Вот эта содовая компания их выработала полностью, короче. Ну, что считаю, заезжает этот, раскапывает, короче, оттуда соду достает. Ну, потом
обрабатывают ее для того, чтобы соду получить. Естественно. А во всем мире, ну, химические методы есть получения. Так что разрабатывать такой шихан, ну, гораздо дешевле, нежели чем химическим способом получать. И поэтому, естественно, что жулики вот эти хабировские, они решили, а что, давай, короче, суроем. Еще один. И там, значит, уже обработку провели, там геологические исследования, все прочее. Ну, народ встал, сказал, что все, хватит наше национальное культурное наследие уничтожать. Причем, ну, это было еще советское время установлено, что это памятники природы там и все прочее, короче. Ну, народ, естественно, встал активный, вот Башкор, Габасов, там, Алсынов, все прочие деятели, все прочие баттеры башкирского народа. И этих тоже там настраивали, я помню, видео показывали, как какой-то Ванюшка, да мы сейчас тут против этих нацистов, короче, не националистов, а именно нацистов говорил, там вместе с ОМОНовцами, короче. Ну, башкиры дали понять, что, короче, они не сдадутся просто так, вышли там, в общем-то, ну, чуть-чуть и дошло бы до вооруженного противостояния, короче. Ну и тут, видимо, сигнал с Москвы, короче, типа, заднюю. Ну и все заднюю дали, и башкиры, ну, довольные, типа, мы там выиграли, короче. Ну, то есть это такие вот подачки, чтобы этот пар выходил, короче. Ну и вот, а потом всех пересадили, естественно, то есть выждали время, провокацию устроили. Значит, всех пересадили, там двоих-троих убили, короче, там запытали, забили сапогами при полностью нулевой реакции. Ну, там люди поплакали, все прочее. Да вы и сами знаете. Руслан Габасов по этому поводу очень много рассказывал. Ну и вот Танка-Зуева, видимо, решила то же самое сделать, что буряты на этот... Я говорю, бурятам и до Байкала пофигу, и до, значит, священных гор, ни одну священную гору уничтожили уже Ванюшки. Изгадили вот эти, значит, старые, значит, места поклонения, например, короче, крестов понатыкали. Ну, там в Боханском районе, например, был товарищ, который там спилил. Здесь у нас в Бурятии пилили, короче. Причем Ванюшки как? Они сначала крест деревянный ставят, который можно спилить, короче. После того, как спиливают, сами незаконно возводят, короче, с железа, с стали. А я говорю, стальные-то надо взрывать, короче. Ну, у бурятошек, видите, этого душка не хватает. Потому что вонючки-то это же специально ставят, незаконно в том числе, короче. И вроде бы там какое-то было, значит, событие, я вот не помню, то ли прокуратурка, то ли что ли. Короче, потом оказалось, что вот эта вот компания, которая там где-то с начала 14 или 15 года пошла, короче, там везде чуть ли не едешь и так крест, 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 короче. Я такой говорю, это же надо снимать. И я там кому-то натрындел, короче, что это для нас прям как елей. Почему? Потому что Ванюшки ставят эти кресты, а эти кресты незаконно ставят, и власть на это никак не реагирует. И это свидетельство русского неоколониализма, короче. Это то же самое, что они делают в Украине. Ну, я там этому по ушам-то катаюсь, короче. Это я говорю, да вот мы сейчас должны правозащита, там туда-сюда, да миграцию устроить, вот понимаете, давление. Буряты безропотно молчат, короче. Ну, вот так на уши, короче, там какому-то московскому этому гражданину, там, туристу, короче, присел, там, катаюсь. А он такие вопросы эти, с чувством, с толком, расстановкой задает, а я там продолжаю, короче, там, накидывать, говорю, да правильно, пускай больше будет, короче, чтобы Запад видел, там, короче, чтобы мусульмане видели. И он сидит, это, ну, короче, это по ушам-то это, и он такой, да. Я говорю, конечно, говорю, нам надо, говорю, даже денег туда давать, чтобы они, короче, ну, бесились, типа, да, чтобы эти Ванюшки-то все. Ну, и потом я еще, помните, в статье там, по-моему, у Сереги Басаева, короче, говорил, да я, говорю, не против того, чтобы там памятник казакам-то поставили, короче, надо, говорю, даже их профинансировать, чтобы, говорю, у бурят был весомый, так скажем, аргумент при политическом убежище. Вот почему вот этих полудурков-то в США заслали всяких ментов, алкоголиков там и так далее, да?
Вот их же заслали, вот вы даже не задумываетесь, по какой причине. Вот он там ведет себя вот это демонстративно, вульгарно, на всех каналах, там все вот эти полудурки, буритошки, все же записаны. И он там говорит, там прокидывает, да, вот, все, там сейчас выйдешь, там, короче, там, осложним жизнь этим, да вы все колбасники, вы никакие там не политические. Любой буритос в США должен себя мыслить как политический беженец, короче. Раса, национальность, значит, участие в экстремистских организациях в партии бурятского возрождения Бурят-Гюрун, понимаете? Вот в чем смысл. И смысл того, что их туда загнали, Бурятошка, он как бы оказывается в информационной среде в той же самой, как и в Бурятии он находился. И вот этот Витя Муриханов, там это, они начинают сокращаться там, короче, унижаться, вот эти маски надевать, вот эти очки, короче, там, да, и так далее. Мало митингуют, хотя есть дата определенная. И вообще нам надо составить список, по которому вы должны будете, находясь в США, выходить, короче, там, с бурятскими флагами, короче, там, с флагами американских индейцев, короче, с флагами Татарстана, там, и так далее. Ну, то есть устраивать митинги. Причем устраивать не митинги не просто так, короче, вышел в одиночный пикет, а прям вот писать заявление, мы там инициативная группа, отделение партии, блядь, в новом, в Нью-Йорке, короче, там, значит, такая-то Дарима Жопникова, там еще там какая-нибудь, там, Булцыгма Гарможопова, там, например, еще там кто-то, пишите прям список, короче, участников, выходите, там, 15-20 минут постояли, полицейский приедет на коне, значит, проверить там, значит, не протестуете ли вы, короче. То есть вот такая активность нужна, короче, понимаете. И естественно, что есть для американских судов, а что ты вот, ну, приехал вроде как по политическим мотивам, да, а что ж ты дальше-то не суетишься? Ну, или хотя бы в партии не участвуешь, словом и делом, как говорится. Или стримы не ведешь. И поэтому вот этих вот закинули мразей, короче, всяких блогеров там и так далее, чтобы вы расслабились, как будто бы вы в Бурятии находитесь. Зарплата американская, жизнь снаружи вроде американская, а черепушки-то все то же самое. Лукавство вот это, понимаете, люмпино-комбедовское. И вот это вам надо переходить в следующий уровень, короче. В этом отношении, конечно, Ванюшки, они более сообразительные, они там даже вот эти их там, значит, помогая там и так далее, им советуют там, ну, фейковую политическую активность вести. А здесь все конкретно. Ну и Бурятошка, он, видите, не хочет рисковать, он же ведь такой весь. Вот, я и такой, и сякой, и пятый, и десятый, короче. Но ни в коем случае не националист и не за независимость Бурятии. Я долго вот этот вопрос исследовал так, ну, для себя. Я, в общем-то, понимаю, из-за чего это происходит. Это происходит из-за того, что систематически угнеталась бурятская национальная идея. Ведь вот этих бурятов-самоненавистников, их учат прям со школы. И вот эти вот видео всякие там показывают и так далее. Ну, то есть вот попадает, допустим, бурятошка не в бурятский детский сад, да, где одни вонюшки, короче. И там начинают с этих нянечек примитивных, заканчивая там всякими воспитателями, его с детства он попадает в систему русского унижения. И понимаете, вот эта вот травма с детства сформирована, она, конечно, потом отражается. Вот сейчас, короче, например, значит, там какой-то провокатор или провокаторша, значит, там какие-то посты про меня что-то там начала писать, короче, и вдруг вижу карлица репостнула, короче. Я думаю, что-то странное, короче. То есть это явно какая-то провокация со стороны этих хороших русских. А потом, начиная своих активистов, знакомых здесь спрашивать, короче, и оказывается, это мразь, вот которая там, которую я, это, значит, вскрыл, она, оказывается, добавилась ко всем, значит, представителям национально-освободительных движений. Я понимаю, это же Наташка Арно за этим стоит. То есть вот такую посадили психическую ненормальную, короче, чтобы она наблюдала. Что задача? Она сидит там, копирует, значит, скриншотит постоянно посты, короче, и где-то в папочку складывает.
Понимаете? Вот на это у них деньги есть, и поэтому мне же тут это сообщили, что Сашка Гармажапова, короче, от Ходорковского 5 миллионов евро взяла, говоря. 5 лямов. Ну, слушок такой. Ну и понятно, что Ходор там, наверное, где-то акцептировал. Я думаю, да, большие деньги, а может быть даже свои взял. Но фишка в чем? В том, что, видите, мы же не знаем, сколько на деятельность пойдет, а сколько они откатят, например. Ну, как это вот Чубайс сделал там, Сколково, короче. То есть там человечку устраивали вести семинары. Ну, вот он добросовестно выходит, семинар читает, но у него за один семинар, скажем, лям рублей, короче. Верхнего-то потолка нету такого, что там семинар провел там за 2000 рублей или за 5000 рублей, короче. Вот лям, короче, да, вот такая сумма. И поэтому, а поскольку тот платит и принимает акт, ну, этот, как он, акт выполненных работ один и тот же подписывает, короче. Ну и стало возможно, что там большая часть оппозиции, короче, кормилась с руки Чубайса, короче. Ну, это же, понятно, контролируемая оппозиция, но нужно было попасть в эту струю, короче. И там все свои, естественно, были. Ну и бабки таким образом распределялись. То есть какой-нибудь той же Сашки, допустим, Гармажаповой туда невозможно было попасть, потому что ну, там надо было на более высоком уровне находиться. А в данном случае, если они взяли, ну, это хорошо, если там они, ну, по оперативных, скажем, 15-20% себе взяли, ну, от 5 миллионов, это тоже нормальная сумма, короче, сколько там, лямчик получится, да, ну, и на лям, может быть, там, кого-нибудь в Америке даже отмолят от депортации. Ну, я так надеюсь, на самом деле. Так, что там? Анжелика Маркелова пишет, нет, это Зуртан казах. Я не казах, я бурят. Так, что там? Мерген. Так, сейчас, друзья мои, должен писаться. Так, сейчас тут меня по работе спрашивают, короче. Так, да и пускай сидят, короче. Казах Алексей. Так, сейчас, подождите. Так, да ё-моё. Сейчас наша... Ладно, отключу от зарядки, потом если что поставлю. Так. В ООН это все хорошо, обращения всякие там и так далее. Ну, это все чушь, короче. Ничто не заменит систематической работы, короче. То есть у буритосов, увы, за вот эти 35 лет окончания социалистическо-коммунистического рабства не создано, к сожалению, ни в среде интеллигенции, ни в среде вот этих вонюшек всяких люмпинокомбедовцев не создано никакой системы правозащиты, короче. То есть вот если русская власть хватает какого-нибудь буритошку, короче, его отбить крайне сложно. Почему? Потому что нет нормальных адвокатов, нет нормальных юристов. У бурят, я говорю. И вообще, в принципе, вот по Бурятии, да, нет нормальных адвокатов, короче. То есть они денежки-то сосут, там что-то, ну, могут там инструментально, там, процессуально, может, что-нибудь затянуть и так далее. Но если русский суд в лице всяких там бурятских судей типа Кирилловой, там, еще там этих всех с бельмом там на глазу, я помню, какая-то была там судейка такая в Верховном суде сидела.
Они все на ручном управлении у ФСБ находятся, потому что им же ну, дали нормальную зарплату, там пугают тоже экстремистами. Я помню, как вот этот алкоголик-то наш, короче, он же где-то заявил, что там судьи надо кожу сдирать там или еще что-то в этом роде, короче. И ему тут же этого послали. Значит, он сидит, бухает, короче, и какой-то хрен начинает ему вопросы задавать. Ну и тот такой мне рассказывает, что типа... И он даже, говорит, охренел, короче, что к нему подослали какого-то персонажа по поводу того, не собирается ли эта экстремистская группа во главе с Баировым какие-то действия против судей предпринять, короче. Ну, мало ли, вот заслали просто персонажа, короче. И вот этот маленький наш мачо, генерал, он перепугался и мне об этом докладывал, короче. Так что все не так просто. Так. В Непале не произойдет, потому что в Непале очень огромное количество молодежи. Это раз. Там очень высокая фертильность была в свое время. Медианный возраст тоже очень низкий. И самое главное, в Непале очень низкий уровень IQ. При этом важно понимать, что там гражданская война в Непале, она длилась, по-моему, лет 40 или 50. То есть активная очень группа маоистов. И, в общем-то, она привела к тому, что сейчас Непал – это республика. Вот этот режим, значит, оставшийся там еще со средневековья, там этих Гьянендра, я не помню, как у них царственный дом назывался. Ну, в общем, короче, там же случился случай, когда принц младший, страдающий, видимо, психическим заболеванием, всю королевскую семью убил вместе с королем. И это, естественно, кризис, пристало наследие, там дядька стал, значит, королем, ну и потом, естественно, Китай же вырос, короче, и, соответственно, маоисты поднялись, короче. То есть тут просто финансовые круги сказали, давай-ка сворачивай все это дело, короче, мы сейчас будем от Китая получать неплохие бабки, инвестиции и все прочее. Ну и они монархию свернули, схлопнули, но при этом, видите, низкий уровень интеллекта, что показывает, они начали вот эти тиктоки, там, значит, хвалиться, что вот у них там дорогие сумки, там, значит, какие-то машины, живут неплохо, да, при этом это там половина это маоисты, естественно, люмпины комбедовцы, которые до общественных денег добрались, и, естественно, молодежь сказала, а какого хрена мы тут нищие, а эти ребята тоже нищие, тоже ублюдки такие же, тоже люмпины-комбедовцы, себе такое позволяет, еще самое главное, не стесняются это выкладывать в интернет. И это, конечно, спровоцировало социальное недовольство, учитывая то, что там, в общем-то, эти социалистические идеи в люмпино-комбедовской массе, они очень хорошо, там пропаганда-то шла, короче. И, естественно, тут не было какое-то классовое восстание, это было просто точно так же, как вот у современных бурятошек, короче. То есть любой бурятский полудурок, дебил, он считает себя, ну, вот, равным там бурятскому ученому, мне, например. Там некоторые вопросы задают такие еще с подковыркой, короче. Здорово. Ну и, естественно, что в Непале все, что случилось, это, в общем-то, спровоцировано самими теми, кто сидел при власти, короче. Это абсолютно неудивительно. И они получили ровно то, с чем боролись. Как бы, да? То есть большая часть это было голодранцы с голой задницей. И естественно, что такие же голодранцы сказали, что так республика не должна работать. Ну и в этом отношении просто они не обучены. Ну, то есть, понимаете, вот богатство тут же свалилось. Значит, ни с того ни с сего на этих голодранцев, которые там 40 лет где-то под джунглям, там по горам, по долам, по норам всяким пролазали, короче, вдруг, ну, естественно, что протестантский вот этот подход, да, который существует во всем мире, и который, благодаря которому, в общем-то, все экономики мира поднялись, и японская в том числе, и китайцы, экономический протестантизм, значит, исповедуют, то там не добралось. И низкий уровень интеллекта, и высокое количество молодежи, оно сыграло свой фактор. То есть там же ведь какие там бурятошки под пули полезут? Добровольно.
Вот вы мне скажите, короче, там же погибло, там же стреляли, там больше 20 человек погибло, короче, молодых людей, мужчин и женщин. Кто полезет? Вот эти вот люмпинокомбиновцы, что ли, бурятские, короче. Да я вообще не поверю. Ванюшки могут полезть, короче. А вот буритошки там будут в самом последнем ряду, как говорится. Поэтому я, зная буритошек, говорю, что нам нужны вы живые. Хоть какие-никакие, хоть самые примитивные, короче, ну, в Соединенных Штатах Америки или в Южной Корее. Нужно зарабатывать деньги, приучаться к богатству, накоплению капитала. Это то, чего нас Ванюшки лишают. Вот посмотрите, ну, поднялись там какие-то вот эти депутатики Народного Хурала. А ведь они же не могут эти капиталы реализовать никаким способом. Вот вы посмотрите, сейчас сколько коррупционных дел там раскулачивают этих, значит, всяких там замэра, 50-60 квартир там, понимаете? У какого буритошки столько квартир имеется? Ну, я знаю пару риэлторов в Бурятии, которые там с 90-х годов квартиры там выкупали, занимались этим, значит, бомжей там вот этих всяких выселяли там и так далее. Ну, есть такая вот черная риэлтора, так называемая. Ну, которые грамотно там работали, там, метанольчика там вот этим алкоголикам подэтывали. То есть людишки у них были, которые этим занимались. Знаю парочку таких риэлторш. У них, может быть, есть там пул, там 50-60 квартир, короче, своих, ну, то есть имеется в виду, на которых они сидят. Ну, они там отстаиваются, так, часть сдается, часть продается, короче, то есть рынок держит, ценник там и так далее. Но это не то. То есть именно то коренное накопление капитала, чтобы там могли там заплатить Колым там килограмм золота, например. Ну, это как раньше было, вот 5000 золотых рублей, например, отдавали за приличную женщину, да. Это считалось, ну, в общем-то, средним, у западных бурят, по крайней мере, это был средний ценник за жену, короче, в виде Колыма, да, то есть тогда еще. И мы вот этого уровня благосостояния бурят дореволюционных до сих пор не догнали. Абсолютно. А вот этому колхознику Люмпину, комбедовцу, ну откуда вот это знать? У них же не было, они же за трудодни работали, понимаете? Еще не они работали-то. Они там сидели, балдели, короче, там в комбедах в этих, там в системе распределения они участвовали. А работал вот этот дурачок, который, значит, асоциальный, так скажем, элемент, который раньше когда-то там батрачил, чтобы деньги зарабатывать. Ну, то в колхоз поменяли, значит, ну, он в колхозе стал батрачить, короче. А чтобы не возникало, его запугали репрессиями. Понимаете? То есть, вот, и, конечно, естественно, что буряты за этот век понесли очень мощные потери, особенно в области интеллигенции. То есть, вот, буряты это прям типовой народ, который вырос, так скажем, вот из этой люмпино-комбедовской идеи и до сих пор ее продолжают эксплуатировать. Вот сейчас, казалось бы, да, обучились там воевать, убивать, обучились, да, а ропота-то нет, ропота нету, объединений нету, какого-то объединения бурятских там офицеров, да, там, какого-то объединения бурятских солдат, например, да, и низших чинов там. Ничего же мы не видим, короче, там, чтобы, ну, какие-то вопросы решались, там, например, там, и так далее. Чтобы, а почему бы нам Тугнуйский угольный нам не взять, например, а почему бы нам доход от нефрита, от добычи нефрита, вот эту компанию, короче, не на какую-нибудь буритосину переписать? Вопрос. И вот я как раз там поговорил, и меня такой, вот, что вам мешает быть независимым? Я говорю, ну, а вот вы посмотрите, вот почему вы русские за 90-е годы, за постсоветское время не создали ни одного олигарха бурятского, который бы нашими недрами торговал. И это их ввело в ступор, потому что, ну, явно не такой ответ они ожидали. Я говорю, ну, пытались там что-то перевести эти люди, но я еще раз задал вопрос, потому что, говорю, нам нужно недропользование. Мы должны, да, хорошо, там, пускай все будет, короче, пускай там Громожопих берет там хоть 100 миллионов грант, и топят за федерализацию, но нам этого мало. Нам нужно, чтобы все миллиарды долларов прибыли шли в бурятский карман. Соответственно, будет пару таких бурятских олигархов, будет у него пехота, какое-нибудь охранное агентство в 10 тысяч стволов, там, в 20 тысяч стволов бурятских.
И каждый этот ствол бурятский, да, он будет содержать там одну-две женщины. Это одна-две женщины будут рожать там по трое, по пятеро детей. Понимаете логику? Вот так же система выстроена на Кавказе. Там, да, ты там служит он там громоотводом, короче. Но зато он пехоту держит, пехота размножается. Понимаете? А у бурятошек чего нету? Почему такого снизу запроса нет? Понимаете? А потому что голову в свое время сняли, идеология это с детства нужно подготавливать. То есть, чтобы с детства рос бурятским националистом. А это же плохо там. Вот эти, я послушал этих всех, ну, казалось бы, вроде бы. Там, ну, там такая, это вот этот еще буддизм, короче, псевдо-буддизм, короче, ГБшный буддизм, это там, они все это прокидывают якобы. И ты слушаешь, короче, этого человека, ну, вроде бы умный, да, и одновременно дурак. И вот это вот действительно такое сочетание, это такая биполярка, что ли, короче, которая у бурятосов реально есть. А потом я еще заметил, что много вот аутистов пошло. И вроде бы он и так, и вроде бы он и сяк, короче, да, понимаешь, вот и трудно такого дурачка переобучить. Почему? Потому что вот есть эта левацкая идея, что вот там что-то плохо, да мы все люди, да мы все человеки, это понятно. Это все понятно, но когда мы задаем вопрос о том, что а почему не бурят распределяет свои собственные ресурсы с этих недр, с нашей земли от Енисея до Амура, да, то тут уже это не работает схема. То есть это для дурачков, простачков, для люмпенов, комбедовцев, это вот в этой среде работает. Но если вы выше задаете этот вопрос, уже на более высоком уровне находясь, то сразу на себя получаете определенного рода метку. И со стороны вонюшек, и со стороны вот этой массы, которая просто участвует в системе распределения. Ну, с бюджетикой там что-то падает ежегодно, там, ну, можно халтурить, ничего не делать, да. Зачем там задаваться какими-то такими философскими, так скажем, мировоззренческими вопросами, понимаете? И в этом отношении, конечно, всю бурятскую националистическую миграцию мы должны точно так же, как бандеровцы в свое время сделать, короче. У нас нет, конечно, боевого подполья. У нас нет тех людей, которые бы там 20 или там 35 лет там боролись за бурятскую независимость и так далее. И у нас что остается? Вот остается гнилая интеллигенция, русская, советская, которую все равно, ну, что-то там дорожается в этой гнилой интеллигенции, какие-то мысли, там что-то мировоззрение, критическое мышление и так далее. Но мы ее должны перевести на западно-демократические рельсы, поэтому мы должны их с Бурятии вытягивать, короче, всеми возможными способами и переобучать. Понимаете? И в этом отношении, конечно, можно там сотрудничать. Я думаю, что там вот это Фрибурятия, это не Фрибурятия, а как она, ФСБ Гарможаповой, короче, они там начнут, ну, какие-нибудь, может, образовательные процессы, там еще что-то. Я вот к этому призываю, о том, что вот эти фонды, которые уже организовались там в Соединенных Штатах, чтобы они вот в эту тему, в тему образования залезали, короче, чтобы гранты, стипендии там искали, короче. Ну, это нормальная тема, да, то есть ты там договариваешься с какими-то вузами там, ну, я не знаю, там, самые низшие категории, да, нужны ли вам студенты, вот у нас там есть людишки в Бурятии, которые хотели бы в Соединенные Штаты, там это, мы там хотим стипендию найти, там еще там 5-10, короче, ну такая вот систематическая работа, там, да, может грантики какие-то взять, там у того же Сороса на это дело. Ну такие вот организации, они как бы могут вот это все дело организовать, просто не хотят этим заниматься, потому что это нужно там года 3-4 в минус работать просто, то есть работать бесплатно. Не все в странах капитализма, например, в США, могут себе позволить 3 года. То есть вот этим делом, бизнесом, так скажем, должны заниматься, в общем-то, люди обеспеченные. И вот, к сожалению, нет таких. И, ну, по крайней мере, не появится пока в ближайшее время. Так что ждем, просто ждем. Ага. Так. Ну, Ванюшки это... Ванюшки...
Ну, потому что их полно, их же всегда. Ну, где Ванюшка не ныла? Задайте вопрос. Ванюшка всегда ноет, вы поймите. Это, почитайте статью «Русское летание». Летание. Летание это, по-моему, либо греческое, либо латинское слово. И для финно-угорских народов, кстати, очень характерно. То есть у них, допустим, у карел есть такие специальные женские песни, короче, где они там плачутся постоянно. И это, видимо, такая синкретическая, так скажем, когда русский мужичок брал вот эту финно-угорскую бабу, и когда они московитов делали, короче, вот это, видимо, осталось. Система такая, ну, культурная, там, скажем, традиция, она глубоко где-то засела, а сейчас это превратилось в постоянное нытье со стороны Ванюшек, короче, что все их там оскорбляют, что весь против них мир там и так далее. То есть это еще вот с периода того, когда норманы, там, значит, киевские всякие князья колонизировали вот этот финно-угорский край, где там Москва, Новгород, Вязьма, там вот эти регионы, короче. И вот эти несчастные финно-угорские женщины, они, значит, вот такую засаду сделали. А потом русская, ну как отказаться, когда мать ныла, да? И это удобная такая традиция, как бы. И поэтому Ванюшки сейчас уже, ну, на международном уровне ноют, там выдумывают, говорят, что это не мы напали на Украину, там это нас спровоцировали, там в лучшем случае, да? И в этом отношении, почему вот эти Ванюшки, которые вот здесь по Европам, например, разъехались, да, они тоже вот, кто-то же там заявил из евреев, по-моему, русских, что, а что же вы ноете, вы же как, ну, как бы, уехали на Запад, ну и живите там своей новой жизнью, короче. А там этот Плющев, финно-угорская морда, говорит, так нас же заставили, нас же выдавили. Типа из России-то, и поэтому и ноем, короче, то есть мы-то там ментально, типа, остались еще, короче, да, ну, там, типа, боремся, короче, при выборе между, там, значит, пик точеных и еще чего-то, короче, они выбрали, ну, что-то нечто среднее, там, миграцию, и, типа, короче, вот, ну, и мы ноем и будем ныть, короче, и я поэтому и говорю о том, что это русская просто традиция, и вот по этой традиции, вот кто Ванюшка, если не ноет, то он не Ванюшка. Это там какой-нибудь финно-угор, например, который перестал ныть, это какой-нибудь татарин, например, немец, там, еврей и так далее, да? А вот если ноет, то это 100% Ванюшка. И самое главное, что они вот эту культурную традицию распространили вообще на весь постсовок. И украинцы ноют, короче, и белорусы тоже русифицированные начали ныть. Потому что в совке это была очень удобная схема, да, и вот там одна американская исследовательница, она как раз вот эту тонкость выявила, короче. Что чем лучше в совке жили, тем больше надо было ныть и заявлять о том, что все плохо, все там, все пропало, там, пятое, десятое, короче. Иначе, если ты будешь ходить радоваться, будут завидовать. Вот такая схема. И буритосов тоже таких полно, которые вот подверглись, значит, вот этой системе и начинают ныть вместо того, чтобы делами заниматься. Ну или вот этот алкоголизм, это же то же самое. Напился, короче, и ноет. Хотя это абсолютно не бурятская традиция. Буряты-то алкоголиками стали только после Второй мировой войны, когда вот эта вот масса вернулась. Значит, так. Так. Господи, так-то. Всем нужен. Так. Владимир Ленин пишет, в совке ваша республика была дотационной. Да, она была дотационной, но она не дофинансировалась на 40%. И дотационная она была по той простой причине, что к нам сослали примерно 80% от того населения, которое в Бурятии жили, это были Ванюшки, самые бесполезные, короче, Ванюшки и с Украины, из Беларуси, из других мест, особенно после Второй мировой войны. Это самые были бездарные,
Это были лодыри вот эти систематические. Там вот даже статья была, Мадагуев об этом писал, о том, что им приходится властям распределять этих тунеядцев из Тверской области, короче, находить им там где-то работу, принудительно причем, и заставлять этих вонюшек работать. Вы понимаете, какую вот эту массу быдла к нам в Бурятию ежегодно ссылали наряду с каторжанами там и со всеми прочими, короче. То есть, естественно, вот этот фон, который нам достался после совка, а именно вот эта именно колонизация была основная и массовая, то есть вот там потомков казаков, там каких-то потомков там всяких вот других переселенцев, которые в Столыпинское время даже приехали, их практически не осталось. Они либо с белыми ушли в Маньчжурию, в Китай, потом дальше расселились там по всяким Австралиям там и Южным Америкам, либо это вот действительно та масса, которая, ну, она там где-то ассимилировалась, исчезла, их не найдешь практически. То есть какие-то там, ну, по рожам видно сразу, что они где-то там в лесах, в горах, там, значит, где-то в непролазных краях где-то схоронились в основном. А так это основная масса нынешних вонюшек в Бурятии, это вот чистый совок. Это всех люмпинов, вы представляете, вот этих всех троечников, короче. Ну вот смотрите, учился ты в институте каком-нибудь, да, ну был природный дебил. И куда такого дебила его, что на предприятие союзного значения вышлю, что ли? Не, на предприятие союзного значения очередь среди грамотных специалистов, в том числе евреев и так далее. Они все туда ехали. А куда-то этих же нужно было распределять, отребье это вот это. Я всем говорю, что у нас самый вонючий сорт вонюшек в Бурятии. И мы поэтому, буряты, в этом отношении по взаимодействию с вонюшками вообще-то грант-эксперты, короче, гроссмейстеры фактически. Их поэтому у любого вонюшки, естественно, очень сильно подпекает. При этом сам вонюшка с какой-нибудь Москвы или с какого-нибудь Киева, он вот этих вонюшек, которых к нам прислали и законсервировали в Бурятии, в Иркутской области, или в Чите еще хуже, он их вообще таких даже не чувствует, потому что они избавлялись систематически от них. И, может быть, такие вонюшки где-то лет 150 назад были там в русской литературе описаны. И когда вот такой вонюшка с Москвы или с Питера или с Киева где-нибудь вот с такими вонюшками, которые у нас остались, сталкивается, он такие большие глаза делает, короче. Потому что он таких никогда в жизни там у себя не видел. И в этом русский колониализм, он как бы избавлялся постоянно вот от этого люмпинского отребья, короче. И оно все, вот эта масса, вот это все деструктивных, вот этих всех, значит, психически, значит, психиатрически и так далее ненормальных людей, она вся сваливалась в Сибирь. И очень сильно избавились они от всех вот этих варья, вот этого системного, от вот этих вот патологий, маньяков, всяких там полудурков, я не знаю. Ну, вот этой огромной массы вот именно в сталинское время. И почему вот этот вонюшка, которая там где-то в Москве живет, там жирует, короче, или в Петербурге, например, да, а он такой, ну, они свою среду вычистили, короче. И вот эту среду мы им обратно вернем. Заставим так, чтобы они всех вот этих забрали оттуда, Сибири. Там как раз 3-4 миллиона. И вот я посмотрю, как они там будут жить, короче, как эти вонюшки у нас из Бурятии. Мы им разрешим там в Москве квартиры забирать, там машины, короче, говорит, грабьте. Награбленные, короче. И вот этот московская вонюшка, которая здесь где-нибудь в Варшаве сидит, и там за ФБК, там за Навального, там все прочее, мы вам вот таких вот отошлем снова там в квартиру в ихнюю, там и так далее, пускай заедут там и так далее, пускай таких вонюшек выкуривают, короче. А потом мы скажем, вот, колониализм наоборот, короче, деколонизацию провели. Сейчас, подождите, я чаек сделаю.
Так. Ja wracam jeszcze i będę... Cześć, cześć. Siedzisz jeszcze, czy już się nie będzie za godzinkę? Nie, ja będę jeszcze. No, widzimy się. Mam на живо. Так. Так. И меня вот спрашивают, например, украинские коллеги, будет ли независимая Бурятия платить дань, короче, ну, репарации, там все прочее. Я говорю, конечно. У нас, говорю, от Бурятии, от Енисея до Амура по приблизительным подсчетам живет где-то порядка 4,5 миллионов вонюшек, короче. И мы каждому украинцу предложим рекомпенсацию в виде семьи вонюшек, короче. Ну, чтоб там на огороде работали, короче, там, я не знаю, в доме. И в этом отношении, конечно, мы не будем, я думаю, нарушать никакое международное законодательство, потому что это все будет исключительно добровольно, переселение. Никто кого принуждать не будет, короче, потому что, ну, кто захочет жить под бурятским управлением? Я говорю, то есть Бурятия, почему я постоянно говорю в эфирах Бурятия для бурят? Потому что сейчас все вот эти национальные республики, они в реальности для местного населения, для титульного, так скажем, населения не работают. Это все фикция. Они работают, наоборот, на уничтожение. Численность растет меньше естественного прироста. Ну как такое возможно, короче? Почему? Потому что это специально, намеренно создано и в бюджетах, и во всех прочих местах. Потому что где на жирное место, обязательно вонюшку стоят. Где делать ничего не надо, обязательно вонюшка или еврей сидит. Понимаете? И мы эту систему изменим абсолютно. То есть вот эта вся бюрократическая масса, которая сейчас управляет неэффективно достаточно нашими республиками, она вся исчезнет. Мы это все заменим на искусственный интеллект и на интернет-технологии. Обязательно введем welfare. Обязательно введем такую систему для того, чтобы бурят размножался. Выгодно стало размножаться. Все законы примем таким способом, чтобы буряты на своей земле размножались. Не 100 гектаров давим, 1000 гектаров будем давать. Поэтому вы, когда в нашу партию вступаете, обязательно нужно указать земли, территории вашего рода. Многие не знают своих родов, ну тогда можно подчеркнуть, что хочу жить, например, там где-нибудь под Иркутском, например, там, или еще что-то в этом роде. Но на самом деле таким образом мы проверяем, бурят ли ты, потому что я встречал таких азиат, обуряченных, которые вот понятие род вообще не понимали, что такое род, что такое племя. Для них это вообще, ну, что-то было... Я такой приглядывался, и по-бурятски говорит, и буддистам, значит, чуть ли не с малых лет, короче. А вот этих простых понятий не знает. Я думаю, ага, обуряченные, значит. Ну, таких тоже принимаем, дадим им новый род, дадим им новое племя. Хотя у нас, конечно, очень большая дискуссия на эту тему внутри нашего Центрального комитета. Честь. Сейчас. Ну и вот, короче. Так, что там? Что там, какой-то электроинструмент? Укради, разрешаю. Так. Так, дайте забаним товарища. Спамят. Ванюшка еще спрашивает, скиньте, говорит, на этот инструмент. Я говорю, это, укради, говорю. Ванюшка же. Так. Так. Угу. Это вот тоже удалим, короче. Так.
А вон Саша Лесничук, а нам вон ці вонюшки на що не репарации давай. Ну, как на что? Видели ситуацию с конем-то? Это, кстати, не конь, это кобыла жеребая. То есть, мой знакомый, значит, я говорю, что-то ну, какой-то странный такой круглый конь, короче. Мерин, что ли. Я думал, что это мерин. А оказалось, это жеребая была кобыла, ну, которую там татарин, короче, на мясо хотел, видимо, пустить, короче. Но обычно жеребах на мясо не пускают. Ну, это такое правило, короче. Ну, оно то ли мясо невкусное, то ли что ли, короче. Ну, в общем, убивал страшно и долго. Поэтому, конечно, это страшное видео. И вообще, в принципе, не советую всем просматривать. Так. Марген пишет. В Бурятию завезли филиппинок, монголок, китаянок, кореянок, вьетнамок, индонезийок до размножения. Никто не завез. И, откровенно говоря, сейчас это не требуется, потому что мне уже там один из соратников говорит, что в Китае изобрели уже искусственную матку, даже роботов изобрели с этой искусственной маткой. Хотя я думаю, что это фейк, потому что последнюю статью, я которую читал, она была в 2024 году, это только-только разработки. Там, потому что технически есть определенные сложности с тканью матки, так скажем, да, то есть с обеспечением вообще полного процесса. Но китайцы, там, знаете, там скоро то, что будут делать китайцы, это будет сродни магии, потому что ведь был, значит, одним китайским ученым неэтически, правда, проведенный эксперимент, когда он с помощью метода CRISP, значит, редактировал геном одного из близнецов или обоих близнецов. И, в общем, как оказалось, все сработало. То есть, и сейчас непонятно, чем он занимается, но, наверное, продолжает, значит, вот эти воздействия. Однако там, конечно, есть, ну, этические вопросы, а потом, во-вторых, понятно, что не до конца... Как это потом, ну, допустим, они будут давать потомство, да, и не будет ли это каким-то образом влиять вообще на человеческий геном, так скажем. То есть там есть некоторые опасения определенные, но мне кажется, что вот эта разработка в области искусственной матки, она, конечно, в Китае чисто искусственная. Вполне возможно, что там просто это китайская компания, она хочет дурить богатеньких китайцев, значит. Был такой фильм, где, значит, Скарлетт Йоханссон играла, и там типа компания, она представляла какой-то, значит, продукт, который выращивает органы под замену. А они выращивали клонов тупо и по ускоренном темпе их выращивали, значит, там они как взрослые выглядели, там, 5- или 3-летки. И, значит, их потом ликвидировали, органы изымали, значит, и вставляли. И это было против законов, которые были тогда приняты. Но у них вот эта система по выращиванию искусственных органов вроде не пошла, короче. Ну, то есть, какие-то там проблемы были связанные с онкологией там, или еще что-то. Ну, то есть, в общем, орган, который выращивала вот эта искусственная система, он оказывался, так скажем, бракованным. А вот выращивание по ускоренной системе клонов, она вроде бы как не оказывала никакого негативного воздействия, поэтому там главный герой был алкоголиком, и он, значит, когда увидел своего клона в доме, он решил его убить, и в итоге там что-то произошло, что этот клон его убил и занял его место, короче. Так, что там? Ну, я говорю к тому, что китайские ученые, они вполне могут это дело разработать, но пока научных статей на этот счет не вышло, что в искусственной матке хотя бы там кролика или крысу вырастили. Значит, сложно верить тому, что китайцы там с 27 года начнут выпускать роботы, которые будут, условно говоря, такими, ну, ходячими матками, так скажем.
Но бурят нужно размножать. То есть, если мы хотим Бурятию от Енисея до Амура, минимум 10-миллионное население должно быть. С другой стороны, мы столкнемся с тем, что одномоментно будет, допустим, в одной семье 100 детей, да, один папа, одна мама и 100 детей, то вот надо будет какие-то новые системы разрабатывать по воспитанию. С этой стороны, вот эта вот тема с персональным искусственным интеллектом, она очень хорошая, короче, да, то есть, и я говорю к тому, куда нам нужно нашей партии бурятских националистов обратить внимание. Это первое, это разработка, это биология, генетика, биохимия, биоинженерия. Второе, это, значит, работа в области искусственного интеллекта. То есть туда надо сосредоточить свои усилия, потому что я более чем уверен, что в будущем именно вот в этой теме будут вырастать, значит, компании-единороги. И поэтому надо туда обращать свое внимание, потому что те, ну, бурятосы, которые сейчас гоняют там на всяких траках там в Америке и так далее, короче, вы никогда, ну, по-настоящему богатыми не станете. То есть, да, дом, там, квартира, жена, может быть, там, с 3 детьми, это будет, короче. Но вам нужно идти в область Илона Маска. Сколько там Илон Маск заделал? 13 детей. И я так подозреваю, он такой же, как Дуров, короче, там еще где-то на стороне, в какой-нибудь Латинской Америке, там, короче, еще там 2-3 сотни, короче, всяких Илонов Масках, наверное, подрастает. Потому что я читал, короче, была какая-то хрень, были клиники, которые в Латинской Америке помогали, значит, типа в репродукции тем женщинам, которые не могли забеременеть. И в итоге оказалось, что во всех этих клиниках использовалась сперма главы этой клиники, короче. И он там где-то... Ну, то есть, они-то думали, что это вот их ребенок, как бы, от папаши и от мамаши. А оказывается, что намеренно яйцеклетки оплодотворялись спермой вот этого главы этой клиники, и он, собственно, эту клинику сделал для того, чтобы таким образом там стать каким-то папашей там 2 или 5 тысяч человек, короче. Поэтому абсолютно ничего удивительного в этом нету, и наша цель и задача, да, конечно, иметь 2-3 миллиардеров и несколько организаций единорогов, которые бы были, так скажем, под управлением, либо в финансовом пуле, так скажем, бурятской нации. Ну, Мэргэн, ты явно это, как его, ну, посчитай, сколько это бабок будет, это раз. Во-вторых, их же надо всех кормить. Ты явно это просто, ну, молодой фантазер, либо старый фантазер, который там, которому уже там женщины нет, и, короче, и поэтому ты там сочиняешь там миллионы завести там и так далее. Это даже посмотри логистически, как это сделать сложно. Гораздо проще вот матку, значит, вложиться в производство искусственной матки, это гораздо проще. То есть ее настолько сильно кормить не надо, цель у нее одна, просто воспроизводство. Разговаривать она с тобой, искусственная матка, не будет, на мозгу капать тоже не будет, короче. Отказываться от рождения детей она тоже не будет, короче. Ну, то есть нужно подходить, тут явно ты женским вниманием, Мэргэн, обделен, так скажем, да, особенно зная буряток, короче, я не знаю, хочу ли я уже сейчас в брак с буряткой вступать еще раз. Так, ну вот видишь, там девственник, наверное, 38-летний, короче. Ну, не буду на эту тему давить, конечно, тебя, но ты сам-то вот в 38 лет неужто не созрел до этого? Да, целовать не надо, естественно. Единственное, что, конечно, нам нужны будут яйцеклетки от буряток, будем выкупать их. И в этом отношении даже самая распутная бурятка может стать счастливой матерью там 10, 20, а то и 100 бурятских воинов, короче. Поэтому ничего страшного в этом нет. Нужно ввести программу «Бурятский миллион»,
Сейчас уже, то есть сейчас нужно все ресурсы, и в этом отношении, обращаясь ко всяким чиновникам в районах там и так далее, надо об этом думать и эту тему продвигать. Бурятский миллион. Поняли? Бурятский миллион. То есть бурят должно при Путине, там, при других этих под рашкинским влиянием, кстати, эту надо идею продвигать, продавливать, эти программы различные и так далее, короче. Чтобы женщины рожали, там, находить этим одиноким женщинам мужей, короче, способствует тому, что любая там одинокая баба там до 40 лет должна там с пятерку родить, короче, то есть вот на это нужно обращать внимание, хотя бы в селе там 2-3 таких должны быть клуши, которые рожали бы бурят, от бурят, естественно. На личные вопросы не отвечаю. Ну, Евгеника, она, видите, это антинаука. Никогда такой науки не было. Пытались там что-то пытаться вывести, короче. Ну и в итоге, значит, Евгеника, она, допустим, в Швеции до 1974 года, по-моему, была, а в Дании Евгеникой занимались, значит, на уровне этой, как его, создавали бесплодных гренландок, потому что в 60-е годы, там, 50-60-е годы уровень жизни увеличился, и гренландки начали рожать. И это испугало, значит, датских чиновников, и они, значит, принудительно стерилизовали, по-моему, больше 10 тысяч гренландок. Ну, они не знали, что их стерилизуют, потому что они попадали в роддом, а в роддоме их стерилизовали. И это делалось исходя из как раз евгенических законов там каких-то, ну, вроде как по роду они там гренландцев улучшали, короче. А в итоге, ну, единственным позитивным нюансом вот этой, допустим, той же шведской евгеники, они пришли к тому, что, значит, проводили генетические исследования и установили, что шведам самим, ну, то есть, если они дальше будут в себе смешиваться, количество дебилов, даунов, прочих генетических расстройств будет только увеличиться, и свернули программу евгеники, и с 70-х годов начали приглашать, значит, боснийцев, сербов, там, ну, с этих, со стран юга, так скажем, завозить арабов там и так далее, короче. Почему? Потому что швед сам по себе уже к этому времени начал вырождаться. Ну, они там все друг дружку родственники, там, в той или иной степени, короче. И сейчас в этом отношении Швеция, конечно, получила приток новых генов. И причем самое смешное, что, скорее всего, в средние века приток генов был выше даже, чем сейчас. И тогда в той же Норвегии, например, был выше приток генов, и они там установили это. Но вот за период национальных государств, так скажем, когда были введены ограничения на перемещение, они снова, значит, стали более чистыми, так скажем. И в итоге это привело к тому, что количество дебилов, даунов там различных и так далее стало больше рожаться. И это вот Евгеника действительно установила, что они вырождаются. И когда там вонюшки начинают орать о том, что в Европе полно там, значит, каких-то мигрантов, это по этой причине абсолютно. Потому что в той же Германии 80 миллионов, так они друг на дружке там все вот так. Понимаете? И сейчас у них генетическое разнообразие так высокое. Учитывая, кстати, если вы генетику изучали, что в той же Африке, например, два племени рядом живут, у них генетическое разнообразие между собой гораздо выше, в разы выше, нежели чем между азиатами и теми же, например, вонюшками, которые живут в этом. Потому что все, значит, все остальное население, кроме Африки, оно произошло из очень маленькой группки, которую там 50-60 тысяч лет назад выпнули из Африки, короче. Ну, это вот наука об этом говорит, так скажем. И в этом отношении мы все азиаты, мы все братья, так скажем. Так.
Ну и, безусловно, короче, одним из важных факторов будет генетический паспорт. Ну, это будет делаться в рамках Министерства здравоохранения, потому что нам важно узнать, вот, кто чем болеет, короче, и ну, интересно просто будет посмотреть, что из себя буряты вообще представляют в целом. То есть в этом отношении генетическому картированию подвергнутся все там 450 тысяч бурят, плюс еще монголов там перепишем. Ну, бурят, в смысле, которые в Монголии живут, короче, для того, чтобы карту генетическую бурятского народа сделать. Это неизбежно. Сейчас тесты дешевые, в этом отношении нам надо тоже заниматься, значит, созданием. Так. Сейчас созданием генетической карты. Ну, это вообще там... Я скрою это сообщение, там что-то стерилизованное, там что-то вообще чушь какая-то. Ну, это точно предложение от Ванюшки, короче. Потому что Ванюшки и так нас хотят уничтожать. Скрыли всю статистику, например, по самоубийствам среди бурятских детей. И, насколько я знаю, из последних данных, которые были озвучены, я вот помню, женщина туда же выступала, чуть ли не в 10 раз количество бурятских детей, совершающих самоубийство, выше, чем среди ванюшек, короче, вы представляете? То есть на одного самоубитого, короче, ванюшку в Бурятии приходится 10 самоубитых бурятских детей, короче. Так. Чувак с картинкой какого-то немецкого подводника пишет: не дури людям головы, ты сеешь экстремизм, за который тебя накажут. Это не экстремизм, это здравый смысл, короче. То есть в этом отношении, что Ванюшки посеяли, то они пожнут, короче, в 10-кратном размере. Так. Магадур пишет, говорит, Ванюшкам нельзя сдавать. Я говорю, конечно, собственное предприятие сделаем. На основе американских технологий, безусловно. Ну, купим эту просто технологию, короче, за денежки от тугнуйского угля. Японцев пригласим работать. Ну, и бурят генетиков, что там, обучить-то на секвенированию генов-то, что это простецкая задача. Любой дурачок, он даже ты выучишься. Так. О, экстремист. Ты смотри, здесь у меня 10 сидит, как минимум, на стриме сидит десяток с этого советского отдела, с этого, с мобовцы, это милиция общественной безопасности, короче. Валера, здорово. Сейчас напишешь какой-нибудь комментарий, вычислят тебя там через СОРМ-2, потом будешь плакать. Ну, мы с тобой одного поколения, короче, Морган. Я надеюсь, ты уже эмигрировал в Соединенные Штаты или в Южную Корею хотя бы, короче. Так. Вот Данила пишет, правильно, конечно. Ну, или мы будем использовать матку русской женщины, то есть великая мессианская миссия, короче. То есть я даже книгу напишу «Русская матка. Спасение бурята», короче. Спасение бурятской нации. Ну, а что, нормальная тема? Русские же любят спасать другие народы, правильно? Ну, то бурят будут спасать. Не знаю, не говорю по-казахски, но я сейчас думаю начать какой-нибудь тюркский язык изучать. Магадур тоже от семисюх пострадал. Да, расскажи, кстати, Магадур. Мне потому что истории рассказывали буряты, да и русские, которые, вот русские, кстати, которые там вот рядом с семисюхами живут, они, короче, вообще, я удивился, так страшно их ненавидят, семисюх, короче.
А у Семисюха, кстати, этот очень сильно нацизм развит, короче, прям такой натуральный. Они там себя ультрарусскими считают, короче. Хотя они вообще-то, в общем-то, ну, так, условно говоря, не русские даже. Они химихюхи, которые у нас, они не московиты, они с района Твери, короче, или Рязани. То есть это вот еще средневековое, это когда Никоновские реформы были, вот они оттуда, короче, их там прессанули, и они убежали в Великое, значит, княжество Литовское, Ванюшки.